Уважаемые друзья, добрый день! Мы с вами находимся в здании Музея истории города Партизанска. Наш музей истории города Партизанска является филиалом Большого федерального музея истории Дальнего Востока имени Владимира Клавдиевича Арсеньева. Музей стал федеральным не так давно, буквально несколько лет назад, чуть больше года. И сейчас, раньше, если это был музей краевой, и деятельность его распространялась на территорию Приморского края, то сейчас музей, как федеральной истории Дальнего Востока, свою работу осуществляет в том числе и с привлечением коллег с дальневосточного региона. Что касается нашего музея истории города Партизанска, то наш музей был открыт в 70-х годах прошлого века. Город Партизанск изначально носил другое название, и назывался он город Сучан. Образовался город на том месте, где были построены первые большие шахты по добыче угля в Приморском крае. Это было в самом конце 19-го, начале 20 века. Переименование города уже произошло тогда, когда в начале 70-х годов прошлого века происходило общее переименование китайских топонимов на территории Приморского края. И город был назван городом Партизанском. Город Партизанск, он имеет две очень сильные истории. Первая история – это, конечно, шахты, это добыча угля, это все, что связано, скажем так, с энергией тепла, с энергией угля. И в свое время, в пик своего развития, во время Советского Союза, шахты города Партизанска давали до 1/4 всей добычи угля в дальневосточном регионе. Город Партизанск получил свое название еще исходя из другой истории, из второй истории. Это история партизанского движения на территории Приморского края вообще и территории Южного Приморья в частности. Партизанское движение во время гражданской войны 1918-22 годов. Здесь, на нашей территории, рабочие в 18-19 году уходили в сопки, уходили в тайгу, организовывали партизанское движение против иностранных интервентов, которые, конечно же, хотели взять эти места под свой контроль, потому что здесь добывался уголь высокого качества. Здесь были и японские интервенты, и американские интервенты. И вот именно против них боролись наши красные партизаны города Сучана. После окончания гражданской войны и до начала Второй мировой войны, до начала Великой Отечественной войны, город Партизанск, город Сучан на тот момент активно строился, развивалась угольная промышленность. Здесь наши шахтеры подхватили стахановское движение, которое тогда было в середине 30-х годов развито в СССР. Есть у нас один очень яркий представитель. Это Божок, который получил Герой социалистического труда и также 2 ордена Ленина. После этого многие шахтеры последовали его примеру, и многие были отмечены государственными наградами, в том числе орденами Ленина. Во время Второй мировой войны, когда враг напал на территорию Советского Союза, многие шахтеры ушли на фронт. Они не думали, что они уходят надолго, думали, что война продлится быстро, поэтому очень много людей в патриотическом своем порыве уходили воевать с немецко-фашистскими захватчиками. Но история распорядилась по-своему, и война затянулась надолго. А так как рабочих рук перестало хватать, то вместо мужчин в забой спустились женщины. И есть тоже много женщин, представительниц прекрасного пола, которые отмечены высшими государственными наградами на территории Партизанского городского округа. Те, кто своим самоотверженным трудом помогали нашей родине в тяжелые годы Великой Отечественной войны бороться с врагом. Позже, после войны, продолжилось развитие угольной промышленности в Партизанске, строились новые шахты, строилась инфраструктура, строились дома культуры, больницы, школы, и в том числе организовывались и музеи. И вот наш музей в 70-х годах был организован, чтобы те, кто родятся позже, великих, так скажем, свершений, да, которые были во время гражданской войны, и до нее, и после, во время Великой Отечественной войны, чтобы они не забывали подвиг своих предков, чтобы эта история осталась навсегда. Вот. И буквально через несколько лет после основания музея в Партизанске он был включен в структуру Краевого музея имени Арсеньева. Ну и, как я уже говорил, на данный момент наш музей является филиалом Федерального музея истории Дальнего Востока. Сейчас
Конечно, к сожалению, у нас здесь шахты не работают. Последняя шахта была закрыта в 2004 году, новое время диктует новые условия жизни, но наш музей все равно сохраняет память о тех людях, которые строили этот город, тех людях, которые защищали этот город, защищали и во время Гражданской войны, и во время Великой Отечественной войны. И наша история – это не только в том числе история про шахтеров и про военных. Также мы показываем подрастающему поколению животный мир, например, флору и фауну Южно-Уссурийской тайги, уникального места на самом деле. Мы организовываем различные мероприятия, посвященные культуре города, истории города, краеведческая информация. К нам приходят много жителей с самыми разными запросами. Это и школьники, и студенты, которые пишут какие-то работы у себя в учебных заведениях. Это и ветераны города, ветераны шахт, ветераны других предприятий, которые собирают материалы для своих потомков, пользуются нашими архивами, нашими фондами. Также к нам приходят энтузиасты, которые готовят какие-то видео, аудио, другие материалы, как любители-краеведы. Мы всем предоставляем эту информацию, пожалуйста, приходите. И всех приглашаем в наш музей истории города Партизанска. Все, кто будут здесь у нас в Партизанске, приходите к нам в музей, приезжайте в наш город. Спасибо. Наша творческая встреча прошла при большом стечении народа. Пришли неравнодушные граждане, бывшие шахтеры, бывшие геологи и ныне действующие еще труженики нашего города, все те, кто интересуется историей города Партизанска, историей добычи угля здесь, на нашей территории. И мы очень благодарны нашим коллегам, которые смогли сюда к нам приехать и подарили нам очень интересные книги, обучающую литературу, которую мы обязательно будем задействовать в своей просветительской работе.